on rahulik argipäev Narvas Kadastiku karjääris ja Eduard Kanevski teeb ettevalmistusi üheks ebamaiseks etteasteks. Ta meenutab justkui raudmeest või inimdelfiini, oleneb kust poolt vaadata. Tegelikult lendab Eduard aga ekstreemspordi maailma uhiuuel riistapuul, flyboardil. Первое время мозг даже не соображает, как это так. Ты взлетел, и под тобой такая высота, и ты держишься на потоке воды. И за счет того, как ты наклонишься, повернешься, ты поднимешься, опустишься. То есть можно моментом за 2-3 секунды с воды подняться на 7 метров и тут же за секунду упасть на эти 7 метров, и приземлившись на ноги, то есть сделав сальто, получить такие впечатления, что я думаю, не знаю, только вот в парашютном спорте, наверное, что-то подобное, свободное падение вот это. Eduard saab vee kohal hõljumisest sellise kaifi, et kui sõbrad teda näiteks lumelaua või wakeboardiga sõitma kutsuvad, siis ütleb 26-aastane logistik, et liivakastimängud on nüüdseks läbi. Kuidas aga see imeline lendav laud üldse toimib? Обычный марсельский парень, француз от Фрэнки Запата, чемпион мира по аквабайку, взял и придумал в прошлом году такую доску, которая подключается к водному мотоциклу через шланг большой. Этот шланг подключается к пожарному гидранту, который находится на доске. И на доске выходят 2 турбины с ног и 2 турбины с рук. Open up a beer and you say get over here and play a video game. Kuid sellel kaifil on ka üsna korralik hind, sest hõljuklaua varustus maksab suurusjärgus 5000 eurot. Aga maksku mis maksab, oli Eduardi esimene mõte, kui ta paar kuud tagasi internetist flyboardi videot nägi. Это показалось очень-очень интересно, у меня аж мурашки по коже побежали от этого видео. Вот я даже сейчас рассказываю, меня, от эмоций немного трясет даже, вот. Kui praegu treenib Eesti esimene rakettmees veel Narvas Kadastiku karjääris, siis juba järgmisel nädalal sõidab Eduard Pärsia lahe rannikule Katari, osalema esimestel flyboardi maailmameistrivõistlustel. 72 osaleja seas loodab Eesti ainus hõljuklaudur Kanevski vähemalt 8 parima hulka jõuda. У меня есть еще 2 недельки, и я думаю, еще что-то новенькое научусь делать, чтобы покорить не только всех зрителей, но и самого Фрэнки Запату. Надеюсь занять хотя бы, 1 место.